слово героизм вызывает у нас часто восхищение, какой-то трепет, даже, может быть, изумление перед теми поступками, которые иногда могут совершать люди. Но совершенно безграничные возможности действительно есть у нас. И мы порой даже не подозреваем о том, что среди нас существуют люди, способные на подвиг. Подвиг – это героизм. Это связано с великой любовью к людям, потому что подвиги совершаются часто в ущерб иногда даже своей жизни, за жизнь другого человека, за жизнь своей страны, за свою любовь и за любовь к Богу. То есть это в искусстве эта тема особая, героизм, подвига в искусстве. И этому нашлось место и в музыкальном искусстве тоже. Есть потрясающие примеры, и немножко вы сегодня их услышите, немножко, потому что много такой музыки. Музыки о героизме, подвига. И как-то, вы знаете, я столкнулась у Анны Ахматовой, было такое высказывание, вот оно мне запомнилось. Храбрость, она говорила, от недостатка воображения. Так вот тут храбрость, когда совершается подвиг, смелость, она не от этого свойства, когда недостает воображения человека, а последствия. Ну, у нее ведь высказывание ироничное. Я вот все думаю, что же происходит с человеком у него в мозгу, когда он совершает героический поступок. Иногда спрашивают у людей, ну, вот, что тобой руководило, что ты бросился в прорубь или куда-то там кого-то вытаскивать. Чаще всего человек отвечает, да я даже об этом не думал. А мне интересно. Вот есть в мозгу очаг возбуждения, он называется доминанта. Вот доминанта в данном случае перекрывает, подавляет инстинкт самосохранения у человека. Там же есть мощнейшая доминанта у нас – сохранить свою жизнь. В любом случае мы сохраняем ее, у нас сразу включается этот механизм, слава Богу. А вот в такие моменты, редкие, может быть, в жизни, когда нужно кого-то спасти, когда нужно сосредоточиться во что бы то ни стало, эта доминанта, инстинкт самосохранения, страха, смерти, она подавляется. Поэтому человек об этом вообще не думает. У него другой очаг возбуждения становится активным. Я в восхищении от этого процесса, который происходит. И вот какие бывают подвиги вообще? Подвиг может быть совершен за свою страну, за Отечество. Вот я уже сказала, дорогое такое событие вот в жизни некоторых людей, подвиг за любовь человека к человеку, матери к ребенку, например. Подвиг преодоления самого себя, своих страхов. Потому что ведь все драмы и часто трагедии, они ведь внутри человека. Они же не снаружи. Вот события такие, какие они есть. Но мы же их интерпретируем, мы же их понимаем по-своему. И вот он трагизм. Вот депрессия может возникать. Все это внутри. Так вот, преодоление своего состояния внутреннего, своего страха, может быть, это один из величайших ведь подвигов. Это подвиг преодоления себя. Это личностный рост. Это рост нравственности. Вот что такое преодоление себя. А есть вселенский подвиг, подвиг Христа за любовь ко всему вообще человечеству, ко всему миру. И такой глобальный подвиг. Я, пожалуй, склонна начать разговор о подвиге за любовь. Композитор Рихард Вагнер жил во второй половине XIX века. Это композитор-романтик по направлению творческому.
И он оперный композитор. У него написано много опер. И одна из его опер называется «Лоэнгрин». Лоэнгрин – это лучезарный принц, рыцарь, который спускается с небес для того, чтобы назначение этого рыцаря в том, чтобы бороться со злом на земле. И он спускается с небес, чтобы защитить честь и жизнь принцессы Эльзы. Но при этом молодые люди, Эльза и Лоэнгрин, они любят друг друга. И он совершает этот подвиг еще и из любви к ней. Они соединяются в браке. История кончается печально. Эльза погибает в конце, они так и не смогли все-таки соединиться, но любовь является бессмертной, она ведь ни от чего не зависит. И в этом смысле мне очень дорого оказалось стихотворение Элизабет Браунинг. Это поэтесса, английская поэтесса, которая жила в XIX веке. Вот она написала следующие строки об этом. «Моя любовь невыразима ни глубиной, ни широтой. Ты мое солнце и дыхание, свеча, горящая во тьме. Ты мое чувство и сознание, покой покоя, мера мера. Ты горизонт моей свободы, вершина счастья бытия. Пусть лето катит свои воды, в любви к тебе ребенок я. А смерть мне сердце не остудит, чиста и в смехе, и в слезах. Еще сильнее любить тебя я буду, тебя оттуда в небесах». Красивый такой перевод, это перевод Гаврилиной Людмилы Константиновны. Она ученый, педагог, психолог, работает у нас в университете. Такой красивый перевод сделан этого стихотворения. И вот даже печаль утраты не уменьшает этой вечной ценности любви. Тот, кто любил и любит, это всегда его пожизненный ресурс. Поэтому трагедии, вот сейчас я обращаюсь к юным, трагедии в безответности любви или в печали утраты, ее не должно быть. Постепенно эта боль должна уйти, потому что любовь ни от чего не зависит, она бессмертна. Вот о бессмертии в любви опера Лоэнгрин, и увертюра к ней, которую вы сейчас услышите, она в миниатюре отражает весь сюжет оперы. Вы услышите в начале нежнейшее такое вот, это в оркестре, это музыка для симфонического оркестра написана, и вы услышите такое нежное звучание скрипок. Потом придете домой, послушаете, как играет это оркестр. Это спускается с небес Лоэнгрин, причем челнок, в котором он находится, вот по реке плывет и везет его лебедь. Лебедь привязан к челноку. И вот он в серебристых одеждах, Лоэнгрин, с мечом и щитом, такой вот благородный рыцарь, очень красивый рыцарь, молодой, вот он спускается и плывет. И вот эта картина, представьте себе в воображении, вот она изображена музыкой, нежнейшим тихим звучанием. О любви говорят тихо. И в середине будет нарастать звучность, вы услышите потом очень мощное звучание всего оркестра. Это гимн любви. Это тот подвиг, который он совершает. Он ведь борется со злодеями, которые Эльзу осудили на смерть. Ему приходится просто бороться в бою, достигать вот ее доказательств ее невиновности. И в конце, когда опера кончается тем, что Эльза погибает, уже слетает голубь с небес, как такой святой дух, и он уже везет челн обратно, Лоэнгрин возвращается к себе в свою небесную страну,
а Его любовь царит вечно. Еще сильнее любить я буду тебя оттуда, в небесах.